Доброе утро. День третий. И на улице ужасный ветер. Как бы ты ни скажешь, но так задувает, что машину качает. Поэтому сегодня спали как в колыбели. У нас завтрак сделан прямо здесь. Доброе утро. Вот здесь у нас заваривается кашка. Здесь у нас кофе заваривается. А здесь у нас стоит газ. И мы кипятим чай. Здесь все продукты. Короче, мы как улитка. В доме таскаем с собой. Сегодня в планах доехать до Актау-Лаберса. Это 800 километров, если дороги будут хорошие. То сегодня. Если нет, то посмотрим, как будет получаться. Начинался новый день путешествия. Путешествие, которое сулило нам так много интересного, но пока были лишь степи и грыжа в переднем левом колесе от ям казахстанских дорог. По ощущениям, прошло уже дней 5. Впереди нас ждали еще порядка 800 километров необъятного раздолья до города Актау. Хотя Актау переводится как «белая гора». По идее, там должны быть горы. В душе жила надежда о смене картин за окном. Короче, нас остановили полиция и штрафуют за нечитаемый якобы номер. Вот он стоит, доблестный воин. Тут всех останавливают, кстати. С утра проснулся не в духах, видимо. Чувак. Сережа пошел в машину. Заскочили в банк, разменяли денежку. Меняют только загранпаспортом. Вот столько денег тут нам дали опять. За 5000 отдали 24 150 тенге. Сережа меня стоит, ждет. Сейчас пойдем куда-нибудь, какой-нибудь продуктовый купить надо воды и хлеба. Привет! Привет. Тепло тебе? Ну ладно, можешь не подходить так сильно-то близко. Ты меня забыл. Заехали мы Через в 100 такой... метров поверните направо на улицу Д. Ажигарева. Вот такой вот супермаркет. Что-то я забыла там заснять. Купили хлеба, воды и колбаски. Это мы сейчас находимся в маленьком городе, который называется Кульсарай. Да, как-то? Кульсары. И мы разменяли деньги по курсу 4,83. И потому что... еще хотела рассказать, как нас штрафанули... Поверните направо. За нечитаемые номера, или как это там, по номеров не видно. Вот, на почти 2000 рублей. Там 9000 чем-то там тенге. И сказали, за неделю нужно нам это все оплатить. Вот такие вот дела. Новый день начинается с приключений. Сейчас мы выезжаем с этого города и продолжим свой путь в сторону города Актау. В супермаркетах и в магазинах, и в банках разговаривают на казахском. Все вопросы задаются на казахском. Но чеки все выдаются на русском. Странно так. То есть мы сейчас купили там продукты, написано колбаса, хлеб, все нормально. И сумма оглашается на русском. То есть она говорит там 4888, а потом говорит 4000, типа сколько-то там. Вот. На 4030 тенге мы купили продукты. Получается где-то в районе 800 рублей. Там 800-900 рублей. Уезжаем из города. Магнит. Кемпинг. Когда по пути появляются какие-то поселения, то немножко разнообразие появляется. А то вся дорога в степи. Вот мы
вот здесь вот поселение, да, вот тут смотришь, уже вот степь, ну там какие-то еще постройки. И уже вот третий день пошел со степями. Блин, как будто мы в каком-то этом, в Мексике в какой-нибудь. У них везде так громко, так гордо пишет WC, у них все WC, в основном вот так вот на улице WC. Казахстан тебе не Турция, конечно. На улице солнце, жара, ну не сильно жара, где-то 20-22 градуса, но по большому счету вот воздух теплый такой, ветрено. И вон там светится молния. То есть мы едем куда-то в эпицентр событий опять. Сейчас посмотрим, догоним ли мы эту молнию. Там дождик идет. Льет так красиво. Впереди тоже льет. Вот и дождик пошел. Потихонечку. Где были? В банке где были? Банк. Я только протер стекла, короче, там дождик закапал. Прямо с холода, прикинь. Любит тебя дождик. Да, дело не в этом, дело в том, как машину помоешь, так сразу дождь. Как начнешь протирать, тоже дождь. Блин, я не успела заснять чуть-чуть, как там гром гремит, кусты трясутся. Мы заехали на заправку. Это вот такие бесконечные просторы. Степь. Водичку нашли. Сережа говорит, давай воды, может быть, наберем. Вот такую техническую для мытья рук. Вон там казахи тоже моются. А соленая? Блин. Ой, тут не видно. Но капельки отскакивают от асфальта. Как будто это не дождь. Наверх смотришь, прям видно, как они у тебя летят. Ехали, и вдруг приехали вот к такому каньону. Штрафно тут. Такой вот навес. Конечно, тут непонятно. Вот Сережа какой, и вот какой, да, каньон. Вот так вот видно маленько. Не как в Дагестане, конечно, но все равно красиво. А то глаза за 3 дня уже это, кроме этих самых, ничего не видели. Кроме степей. О, шо он докуда? Большой. Ничего себе. Там какой-то мусор накидали люди. Да, машинка стоит. Сережа. Там, говорит, пещера сквозная. Тут вот ничего не понятно. Но очень интересно.
Короче, там какая-то пещера. Тут пещера. Тротик. Пошли. Да что ты будешь делать? Такой вот каньон. Он какой-то большой, идет в ту сторону. Много-много километров. Я думаю, вот мыс Жигалган не этот ли каньон тоже. Сейчас в итоге кажется, что мы туда и приедем. Долго только ехать будем по бездорожью, по кому-то. Может, там виды покруче как-то, получше. Посмотрим. Осталось где-то 360 километров. Мы едем и ждем, когда появятся горы. Ждем 3 дня, потому что степи. Вот немножечко горы. Чем-то напоминает в Турции эти горки, такие пригорки. Мне кажется. Ты как думаешь? Похоже? Такие же красненькие. Вот это высотень. Высотень, да? А, ты вот это вот видишь, что ли? Вот это видосик. Как-то резко все появилось, да? Не было. Я хочу заснять, если видно будет сейчас, бурю. Вот она, вот там вот ничего аж не видно. Сейчас покажу сзади, что творится. Вон там, сзади горы вообще-то, которые мы только что проехали, беленькие. И ничего уже не видно, это песчаная буря. И здесь вот. Представляете? Ничего себе. Уже проясняется. Это белый известняк, да? Скорее всего, это известняк, да. А так? Это Актау, да? А, наверное. Долина. Со всех сторон горы. Такие прям, и она большая такая прям. Тут тепло, то есть энергетика какая-то другая, теплота какая-то тут. Нету тех этих, кто она, пыли той, пыльных бурь. Ну, не видно, по крайней мере. Солнце светит, как прям с линзы. Здесь пасутся и верблюды, вон вдалеке, и лошади, зеленая травка, тепло. Место прям, почему только его не обрабатывают, вот это непонятно. А так, солнце жарит прям здесь. Хорошо. Они сейчас соревнуются, что ли? О, ничего себе, их сколько там. То вперед они. На прогулку ушли. Как будто... Девочки, что ли, тоже? Как будто, да? Ой, одна такая. Погонят. Ничего, у них физкультура интересная, наверное. Наверное. Вон там мотоцикл. А, там смотри, сколько машин. Смотри, там прям соревнования все идут. Точно. О, видно. Мы заезжаем опять в какой-то межгорье. Наверное, это будет интересно. Сейчас заснимем, посмотрим.
Как это будет? Ну блин, все равно глаз радуется. Не знаю, мне кажется, глаз будет радоваться даже маленьким холмиком после трех нет степей. А тут сразу такой будущий. Как будто земля задышала. Ну, 3 дня степей это жестко, это прям вообще жестко. Да. Посаженные деревья. Вот я снимаю это с таким этим, но не хочется мне кладбище снимать, но у них вот такая культура, у них все кладбища вот такие в Казахстане. С постройками с такими, офигеть вообще. Как жил, так и похоронили. У кого-то там целые дворцы. Прикольно. Вот вообще просто вот взгляд радует. Может, человек, который тут живет, ему все, наверное, уже надоело, это все он каждый день видит. А вот как мы, допустим, да, вот приехали откуда-то там издалека, и, конечно, для нас это вот впервые. И там, сильно далека. Да. 3 дня степей. Там на горе стоит верблюд. Символ какой-то, видимо. Что он едет и звонит? Радуется? А, он той машиной бегает? Или кому он бегает? Нет, то, что через переезд переезжает. Да. Угу. Домики интересные такие маленькие. Зачем они? Наблюдательные какие-то. Помнишь, учить-то думали? А это похоронен, походу, кто-то. Адаяга. Вот так. Ата? Да, прикинь. Он там, потому что вот тут его имя, а там вот, видимо, его захоронение. А вот тут же какие-то ворота еще идут. Наш горизонт событий. Вон там. Выглядит как вулкан Этна. Я правда не знаю, как выглядит вулкан Этна, но мне кажется, он выглядит именно так. Теперь дорогу переходят лошадки. Такие красавцы, конечно. Там вон везде они, их много валяется. Просто уже более не круглые экскременты, но круглые очертания заметны. Снова степень. Направляемся в сторону Жығылған. И осталось нам где-то километров 60, по-моему. Мы тут едем до Жығылған и блудим пока. Все 3 карты по-разному говорят. Вроде как сюда поворачивать нам. Поверните направо. Да, выйдешь, спроси. Мы выбрали, походу, такую дорогу, которую жестя. Ну а что делать? Мы до 3 суток ехали, чтобы посмотреть Жығылған.
Поедем потихонечку, да? Ну, если такая полевая красивенькая дорога была бы всю дорогу. Тут столько много пастбищ, где пасутся лошади. Да, везде пасутся. Мы сейчас машина проезжала, пикап. Одну спросили, проедем ли мы по этой дороге. Они говорят, ну нежелательно, типа. Ну попробуйте. Там, как будет фазенда, там спросите, говорит, как дальше дорога будет. Наверное, понимают, что седан, да, машина, техника, да, и, наверное, навряд ли проедет. А то, что мы просто знаем, что Грант это там, где УАЗики не все приезжают, да. Ничего не напоминает тебе? Ну, тут все как... Мы с вами снова на маршруте. О, жизнь. кто-то Здесь там как в нашел. Монголии, да? Все пути идут в Рим. Так и тут. И говорит, мне вот куда-то вот туда, вот туда. Вот мы Вот, теперь мне говорит, он туда сворачивать. едем. Давай туда. Поверните налево. Ничего себе. Тут дорога, он. Но если бы, наверное, размыто было бы, ну, тут, наверное, не проехать. Нам бы по полю пришлось. Все, опять едем на запад. На запад, да. Что? Северо-запад. Северо-запад. Тут трехполосное движение по полю. Поверните направо. Поверните направо. Мы на Каспийском море. Сережа радуется. Ой, какой ветер тут. Море, Каспий. Подожди тут, я еще не подошла даже ни разу. Блин, ветер, конечно, такой сильный, но, блин, красиво. Может, с той стороны смотреть надо, вот оттуда? Откуда-нибудь. Или вон оттуда хотя бы. Блин, красиво, конечно. Еще на закате приехали. Ой! Ветер сильный. Вот подует, а лом согласен. И вон туда, вон куда-нибудь навернешься. О, жесть, какой ветер! Вот это же Волган. Блин, здесь вообще не видно. Какая высота, ничего не видно. Кого? Вот так, как я делал, вниз посмотри. Блин, я боюсь уронить. Я боюсь уронить. Держи крепко. Держу крепко.
Но здесь все равно непонятную высоту. Лягу. Это вообще... Тут, короче, земля падает, трескается и отпадывает. А тут, короче, трещина. И Оксана решила вот зайти на мыс, чтобы это... посмотреть, как там внизу. А там внизу же есть... Тут ветер, трещины везде. Все рушится. И тут, пожалуйста, жесть. Девочка лежит. Что же там рассказывают? Вот интересно. Его телефон ветер не ловит, что ли? Ой, какой кадр красивый я поймала. Забыла показать вам озеро. Я не знаю, мне слышно или нет, потому что я все закрыла микрофон. Вот озеро, сердечко. Читала про него. А вон там тоже какая-то вода, что ли, вот это вот, где она там? Она, что ли? Ты видишь? Я вижу. Колечки говорят, аккуратно. Ладно, колючки, тут такое ветрило просто сносит. Аллам согласен. Вообще жесть. Жесть. Я не знаю, где ветер может быть потише. Вот здесь вот может быть. Блин, ну смотрите, какая красота. И вот вроде и хочу заснять видео. И так боюсь уронить телефон, потому что такой ветер сильный. Не знаю, там такой шум, звук просто вообще. Ладно. Ой, какой ветер. Сережа туда побежал. Говорит, он на тот мыс хочет идти. Тут более-менее ровно сейчас дорога будет. А то она еще тут каменистая. А круто, я его сейчас сфоткаю отсюда. Блин, так классно вообще. Это очень жесткий ветер здесь вообще. Ой. Как будто древние руины, да? Ну-ка вот тут вот еще. Ох, ничего себе! Я говорю, не беги сильно. Сфоткай, говорит, меня на самом верху. Побывать на этом мысе было давней мечтой Сережи. 3 суток по степям, и вот мы наконец-то здесь. Изначально планировали быстренько посмотреть и поехать ночевать в Актау. Но из-за того, что приехали лишь на закате, решили никуда не ехать. Поискали место, где менее ветрено, чтобы поставить палатку. Но такого места здесь нет. Совсем. Но зато здесь нет и машин, и людей тоже. Мы чувствовали себя на самом краю земли, совсем одни. Улегли спать, как всегда, в машине. Ночью разглядывали звезды, луну, огоньки Каспийского моря и слушали песню ветров легендарного мыса Жагалган.